Альхамдулиллахи вахда, вассалату вассаляму аля ман ла набия ба'да. Мы поговорили в прошлой части хутбы, дорогие братья, о несчастных, что случается с ними, когда они обманываются имуществом. А счастливые люди, которые бегут к Аллаху и бегут от фитны, искушения денег, они бегут от этого. Почему? Что заставляет бежать от искушения денег? Первое, братья, это то, что эти люди счастливые понимают, что имущество, которое есть у них, это не их имущество. Это имущество Аллаха, который дал им на время это имущество. Говорит Аллах Субхану Тааля: «Ваату мимма лилля аллази атакум». Давайте им, то есть тратьте, ради бедняков, всем, кто нуждается, давайте им из имущества Аллаха, которое дал вам Аллах. Это имущество Аллаха, которое дал он тебе на время. Аллах покупает душу, имущество верующих за то, что им рай. Для чего дал Аллах? Для того, чтобы посредством этих денег, этого имущества, ты служил Ему. Чтобы ты выстаивал намаз и способствовал тому, чтобы люди выстаивали намаз. Чтобы поклонялись Аллаху Субхану Тааля, а не наоборот. Восставали против Аллаха, совершая прегрешения. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: поистине Аллах говорит: я не спаслал это имущество для того, чтобы выстаивали люди намаз. И для того, чтобы они давали закат. Вот для чего. Даже если бы у человека, у сына Адама, была бы целая долина имущества, он бы захотел, чтобы у него была вторая долина. Еще. А если у него было две долины имущества, он бы захотел, чтобы еще к ним добавили ему третью долину имущества. И не наполнит чрева, живот человека ничего, кроме земли. Когда ты окажешься в могиле, не на поверхности земли, а внутри, в недрах ее, она, которая наполнит твое чрево. Сколько людей, которые обольстились имуществом и оставили намаз, и которые выступили против Аллаха, совершая грехи. Счастливые, они убегают от этой фитны, от этого искушения к Аллаху Субхану Тааля. Аллах описывает в Коране: в домах, в мечетях, которые Аллах позволил возвести, чтобы поминалось там имя Его. Его там славят утром и вечером. Люди, которых не отвлекает торговля, купля-продажа от поминания Аллаха, и выстаивание намаза, и выдачи заката, они боятся того дня, неизбежного дня, когда перевернутся сердца и взоры. Еще почему счастливые бегут к Аллаху Субхану Тааля от этой фитны? Потому что они знают, что они непременно вернутся к Аллаху Субхану Тааля в судный день. И Аллах обязательно спросит: как ты заработал имущество и на что ты потратил свои деньги. Каждый дирхам, каждый рубль он на учете. Как ты его потратил и как ты его заработал. И говорит пророк, алейхиссалату вассалям: ноги человека в судный день не сойдут с его места, то есть место суда, место отчета, пока его не спросят о том, как он провел свою жизнь. Про его годы, как он их провел, как истратил их. Спросят его про его знания. Ты получил знания шариата? Как ты его притворял в жизнь теперь? Действовал сообразно. И про имущество. Как ты его заработал и на что ты его потратил. И про тело твое. Как ты использовал свое тело. Счастливые знают, что если есть имущество, и при этом расходовать его на основе знания шариата, как Аллах приказывает, то это будет великое благо для тебя. Наоборот, если ты расходуешь имущество невежественно, без знания шариата, то это будет для тебя горе, это будет беда. Пророк, алейхиссалату вассалям, рассказывает о 4 видах людей в хадисе. Первый вид людей — человек, которому Аллах дал имущество, дал ему знание шариатское, понимание, как это тратить. Этот человек боится Аллаха, тратит имущество как угодно Аллаху Субхану Тааля. И он поддерживает родственные связи посредством этого имущества. Вот это самая высокая степень. Второй человек, которому Аллах не дал имущество, но у него есть правдивое намерение. Он говорит: если бы Аллах мне так же дал, как тому, я бы тоже то же самое совершал. Так бы поступал с этими деньгами. И говорит пророк, алейхиссалату вассалям: ему воздастся за его намерение. Ему будет такая же награда, как первому.
Третий это кто? Третий это которому Аллах дал имущество, субхану ва тааля, но не дал ему шариатское знание. И он начинает свое имущество тратить без всякого знания, не так, как угодно Аллах субхану ва тааля, не боится своего Господа в отношении имущества, не поддерживает родственные связи посредством этого имущества, не помогает близким, родственникам, не соблюдает право Аллаха субхану ва тааля посредством этого имущества. Вот это самая мерзкая степень, самый мерзкий уровень, говорит пророк алейхиссалату вассалам. И четвертое, это человек, которому Аллах не дал ни имущества, ни знания, но он говорит, если бы было у меня имущество, были бы деньги, я бы поступил как вот этот третий. И говорит пророк алейхиссалату вассалам, ему будет за его намерение, и он, и тот, который до него, они в грехе одинаковы, потому что у него было такое же намерение. Поэтому, братья, давайте, если дает нам Аллах субхану ва тааля, то вести посредством этого имущества торговлю выгодную. То есть ту торговлю, которая никогда не исчезнет, ее плоды не исчезнут. То есть расходовать эти деньги на пути Аллаха субхану ва тааля. Аллах говорит, эта торговля, указать ли мне вам, верующие, на торговлю, посредством которой вы избежите мучительного наказания? Эта торговля в чем заключается? Ту'минуна билляхи. Вы должны верить в Аллаха, в Расуле, в Его посланника, وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. И должны усердствовать, вести джихад на пути Аллаха субхану ва тааля, усердие свое проявлять на Его пути посредством имущества своего и посредством жизни своей. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. Это и есть для вас благо, если бы только вы знали. Абу Зар говорит, пришел однажды я к пророку алейхиссалату вассалам, увидел, что он сидит в тени Каабы. И говорит, «Гумуль ахсаруна ва раббиль Кааба». Клянусь Аллахом, это люди, которые потерпели самый великий убыток, клянусь Господом Каабы. Абу Зар говорит, пусть моя мать и отец будут искуплением за тебя, посланник Аллаха. Кто эти, которые потерпели самый великий убыток? Это те, у которых больше всего денег. Они, которые потерпели самый великий убыток. «Илля ман каля хаказа ва хаказа ва хаказа». Кроме тех из богачей, которые делают так и так и так. Показал своими руками знак вперед, назад, вправо, влево. То есть расходуют это на пути блага, ради Аллаха субхану ва тааля. И туда, и сюда, и налево, и направо, ради Аллаха субхану ва тааля, так как угодно Аллаху субхану ва тааля. А иначе ты, о богач, иначе ты из самых тех, кто потерпел великий ущерб, и ты банкрот. И каждый день, говорит Аллах субхану ва тааля, не сходят два ангела. Два ангела, и они говорят, когда утром рабы просыпаются, приходят два ангела, и они говорят, один из них говорит, «О Аллах, Аллахума а'ти мунфика халяфа». Аллах, дай тому, который тратит на пути Аллаха, возмещение. То есть, награди его за то, что он тратит. А второй говорит, «Аллахума а'ти мумсика халяфа». «О Аллах, дай скупому, который не тратит на пути Аллаха субхану ва тааля, дай ему гибель, приведи его к гибели». Мы это слушаем, и дай Аллах субхану ва тааля, чтобы это дошло до наших сердец, и чтобы мы после этого притворили все это в жизнь. Как делали это сподвижники, которые показали величайшие примеры того, как они тратили на пути Аллаха субхану ва тааля. Наверное, все вы знаете эту историю, которая случилась с Умаром аль-Фарухом и Абу Бакром ас-Сиддиком, ради Аллаху тааля анхума. Умар говорит, приказал на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды дать садака, потратить на пути Аллаха субхану ва тааля. Как раз у меня были деньги, говорит он. И я взял и подумал, сегодня я обгоню Абу Бакра. Обгоню его в хорошем, в совершении благого, ради Аллаха. Сегодня я обгоню его. И я, говорит, он взял половину своего имущества, пришел к пророку алейхиссалату вассалям, принес и дал. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Вама абкайта ли ахлик?» А что ты оставил своей семье? Умар сказал, «Мисляу». Половину. То же самое оставил своей семье. После этого пришел Абу Бакр и принес все, что было у него, для того, чтобы это было роздано в качестве садака. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Ма абкайта ли ахлик?» А ты что оставил своей семье? Он сказал, «Абкайту лахум Аллаха ва Расуля». Я оставил им Аллаха и своего посланника. И Умар сказал, «Ля усабитука иля шейин абада». Никогда больше не буду с тобой соревноваться, у Абу Бакр. Абу Тальха из Ансаров, мы знаем человека, Абу Тальха из Ансаров, которого Аллах субхану ва тааля дал ему имущество, и был среди имущества сад. Сад Байруха, прекрасный сад
в котором была очень хорошая, сладкая, пресная вода. Пророк, алейхиссалату вассалам, это сад был напротив мечети. Пророк любил, алейхиссалату вассалам, заходить в этот сад, пить воду, сидеть там. Когда Аллах не спаслал аят, «Лан таналю ль-бирра, хатта тунфику мимма тухиббун», никогда не достигнете вы благочестия, праведности истины, благочестия, да? Пока не будете тратить то, ради Аллаха тратить, отдавать то, что вы любите. Абу Тальха, когда услышал этот аят, пришел к пророку, алейхиссалату вассалам, говорит, то посланник Аллаха. Аллах говорит, не достигнете вы благочестия, пока не будете тратить то, что вы любите, ради Аллаха. Самое любимое из моего имущества этот сад, Байрубха. Самое любимое имущество. И это пусть будет это садака ради Аллаха. Я надеюсь, что это и будет тем благочестием, и это будет тем деянием, которое я приготовил для себя на судный день у Аллаха. Распорядись ему, посланник Аллаха, как ты считаешь нужным? Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал ему, бах. То есть это такое слово, которое выражает довольствие. Довольствие. Залика малюн раби. Залика малюн раби. Это поистине имущество, которое принесет доход. Оно принесет тебе доход, Абу Тальха. Я слышал, что ты сказал. И я считаю, что ты должен потратить этот свой сад, разделить его между родственниками своими, чтобы они, бедные родственники, которые есть, чтобы они пользовались этим. И Абу Тальха сказал, я так и поступлю у посланника Аллаха, и разделил потом среди своих близких и среди двоюродных братьев своих, которые нуждались в этом, оказав им таким образом помощь. Мы просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он сделал нас из тех, которые много поминают Его, и которые покорны Ему, и благодарны Ему, и выражают свою благодарность не только языками, и говорят «Шкур Аллах» своими языками, но подтверждают это своими действиями. И пусть Субхану ва Тааля сделает исходом нашим и уходом нашим, который, поверьте, будет очень скоро, уходом благим, уходом из этого мира в мир, который лучше. В мир, который лучше. А поверьте, все, что есть у человека здесь, как говорил Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху та'аля ан, замечательное высказывание у него есть. Он говорит, даже если человек получит весь этот мир, все его богатства, от первого до последнего, все, что в нем есть, и потом к нему придет смерть, он будет подобным человеку, который увидел во сне что-то, что ему нравится, а потом проснулся и увидел, что в его руке ничего нет. Так вот, когда мы умрем, все, что было из мирского, ничего из этого с нами не останется. А лишь останутся аль-бакияту салихат, праведные деяния, они остаются навечно. Пусть Аллах Субхану Тааля помилует нас и ведет в обитель своего блаженства. Саллаху салям аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббил алямин ва джазакум.